Премьеры, творческие проекты и массовые праздники ожидают гостей Алданского ТЮЗа в новом сезоне. Он традиционно стартует в день рождения театра. О первых сюрпризов артисты рассказали нашим алданским коллегам. 3 подружки Бабы-Яги отправились на поиски сказок. Путь предстоит нелегкий. От чего-то старая добрая сказка у детей сегодня не в почете. Ее вытеснили иные увлечения, так что жизнь у Бабы-Яги уже не та. На сцене театра юного зрителя идет прогон премьеры режиссера Евгения Гузмана. Обычные наши традиционные любимые русские сказки никто уже не читает. Все увлечены ютубом, современными гаджетами и прочими всякими, конечно же, хорошими вещами современными. Но русской сказки места практически не осталось. А вот бабы-ежки решают ее спасти, и у них это удается. Премьера «Как Бабы-Яги ходили сказку искать» будет представлена на суд зрителей в новом творческом сезоне, который стартует 19 октября, в день рождения Алданского ТЮЗа. А своим первым зрителям театр распахнул двери в 1979-м. Грядущий сезон станет 39-м, предваряющим 40-летний юбилей ТЮЗа. Весь сезон будет посвящен именно юбилею, к которому будем идти, будем готовиться. В этом году юбилейная «Золотая сказка» у нас получается фестиваль. А в этом году у нас юбилей коллективов, таких как «Тема», «Образ», «Арлекин». Театр по-прежнему остается юным, хотя, безусловно, за без малого 40 лет он вырос. Сегодня под сенью Мельпомены творят певцы и музыканты, актерские труппы, а также детские и молодежные творческие студии. В декабре, если все получится, мы едем на фестиваль в Якутск, не в Якутск, в Чурапчу, народных театров. Ну, как обычно, работы очень много, планов очень много. Полюбившиеся представления и премьеры, детские спектакли и философские постановки, долгосрочные творческие проекты и праздники – все это ожидает гостей театра юного зрителя в новом сезоне. В день рождения театра состоится традиционный капустник. К нему уже все готово. А к праздничному столу тюзовцы напекут пироги с капустой. Артисты с нетерпением ждут встреч со зрителями всех возрастов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.